Информационная программа «Хаберлер» в эфире телеканала «Милет». Сегодня пятница, 20 января, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о самом главном и актуальном к этому часу. Сегодня в Крыму отмечают День Республики. По случаю Дня Республики в Госкомнадзе состоялся круглый стол. В Крымский музей и библиотеку передали культурные ценности. О всех самых интересных новостях смотрите в нашем выпуске. Сегодня состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец занял пост главы государства как минимум на 4 года, после чего повторными выборами возможно продлить себе срок еще на столько же. Процесс инаугурации 45-го президента состоялся в здании Капитолия, после чего, уже будучи президентом, Трамп отправился в Белый дом. Затем Барак Обама отправился на военную базу, а Трамп возле Белого дома принял военный парад. После этого в Вашингтоне прошел торжественный прием и бал. Присутствие глав других государств на этой церемонии не предусматривалось. Россию на мероприятии представил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Сергей Кисляк. Сегодня в Крыму отмечают День Республики. По случаю праздника во всех городах и районах полуострова прошли ряд мероприятий. В холле Государственного совета республики презентовали фотовыставку «Процветание в единстве», а также провели торжественное собрание Крымского парламента. Подробнее смотрите в нашем сюжете. 26 лет назад, 20 января 1991 года, на первом общекрымском референдуме абсолютное большинство крымчан высказалось за восстановление крымской автономии. Этот выбор обозначил тот путь, который в итоге привел Крым в состав Российской Федерации. По случаю празднования Дня Республики в Государственном совете открылась фотовыставка, где изображены события полуострова за 3 года. Просматривая фотографии, представители власти вспоминали события, связанные с переходом полуострова в состав России. Затем торжественное празднование продолжилось в зале заседаний Крымского парламента. Здесь подготовили концертную программу. Танцевальные и вокальные коллективы республики подготовили яркие выступления. Поздравляя всех крымчан, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что общекрымский референдум 1991 года – первый пример мирного и организованного сопротивления народа предательской политике правящей элиты, которая взяла курс на развал государства. Именно эта политика привела к крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, к гибели и страданиям миллионов людей. Именно эта политика заложила основу для будущих конфликтов, пожар которых перекинулся и в 21 век. Январский референдум и провозглашение республики стали отправной точкой современной крымской истории. По сути, это был первый шаг на пути возвращения Крыма в Россию. Текущий год станет решающим в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В этом году в рамках программы запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов. На эти цели предусмотрено более 54 миллиардов рублей. Многие крымские проекты выходят далеко за региональные рамки. Они по своему значению являются всероссийскими. Это Керченский мост, строители которого уже погрузили более половины от всего объема свай. Это трасса Таврида, главная транспортная артерия полуострова. Это новые электростанции в Симферопольском районе и Севастополе, которые уже в текущем году дадут первые мегаватты электроэнергии. В своем выступлении председатель Государственного совета Владимир Константинов отметил важность и особенность сегодняшней даты. Он связан со знаменательным историческим событием для Крыма, проведением первого в истории Советского Союза референдума. И его результаты стали основой восстановления крымской автономии. И по сути обозначили тот путь, который в итоге привел Крым домой, в Россию. День, когда мы вступили на дорогу, приведшую нас к восстановлению исторической справедливости, важен не только для нас. Крым стал знаковым для многих политических сил, мерилом многих процессов в мировом масштабе. В свою очередь, заместитель полномочного президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов назвал референдум 1991 года судьбоносным. Крымчане сделали свой выбор. Было сделано, конечно, немало. И обеспечено достаточно устойчивое социально-экономическое развитие полуострова. Была сохранена стабильность в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений. И, наконец, итоги крымского референдума привели вас к логическому и решающему событию, к марту 2014 года. Еще раз доказав, что
искреннюю волю граждан невозможно сломить никакими политическими и экономическими методами воздействия. Также в рамках празднования за добросовестный труд и профессионализм почетными грамотами и отличительными подарками были награждены государственные служащие. Проект, он посвящен возрождению культуры и искусства нашего народа. После возвращения нашего народа в Крым мы полностью взялись за это дело и стараемся показать культуру, искусство нашего народа не только Крыму, и за пределами Крыма. И вот ежегодно к Дню депортации 18 мая мы делаем выставки. Мюзикл «Дубровский» был удостоен государственной премии. Я танцевал сольные номера в этом мюзикле. Как и все субъекты, Крым имеет свои символы – флаг, герб и гимн. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Нашему соотечественнику, заместителю председателя Комитета Госдумы по делам национальности Руслану Бальбеку выпала почетная миссия выразить политическую позицию фракции. Каждая фракция перед началом сессии оглашает свою политическую позицию по значимым им для государства вопросам. Сегодня крымчане отмечают праздник День Республики Крым. Это действительно знаковое и важное событие, потому что последние 2 года крымчане отмечают, находясь в составе великой страны, в составе России. И это особое звучание, это не просто праздник, это событие, которое выражается как торжество народной воли. Действительно, Крым стал частью великой страны. И это для огромной России не просто еще один регион, это символ сплочения, когда под внешними угрозами, несмотря на мощные информационные атаки на нашу страну, все наше многонациональное и поликонфессиональное общество объединилось вокруг нашего национального лидера и не позволило вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Спустя 110 лет в Государственной Думе снова звучат слова лидера мусульманского населения Российской империи Исмаила Гаспринского. Выступая в ходе пленарного заседания от фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Руслан Бальбек поздравил всех крымчан с Днем Республики и процитировал слова великого просветителя, который говорил о том, что объединение, скрепление народностей страны есть необходимое условие государственности. Крымчане выдержали все эти испытания, в том числе и благодаря нашему единству. На нашем гербе красуется надпись «Процветание в единстве». И мы понимаем, что все эти атаки информационные были направлены на самое хрупкое, что у нас есть, на межнациональный и межконфессиональный мир. И как только не стало политических провокаторов, авантюристов, в Крыму воцарил мир и согласие. Поэтому хочу сказать еще раз, уместно считаю высказывание великого просветителя не только крымско-татарского народа, но и всех тюркских и мусульманских народов Российской империи, государственника, общественного деятеля, который говорил о том, что скрепление и объединение народностей страны – необходимое условие государственности. И различие языков, происхождения, верований не должно быть на этом пути помехой. В Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню Республики Крым. В мероприятии приняли участие представители национально-культурных объединений и общественные деятели Республики Крым. Подробнее смотрите в сюжете Сабрие Халиляевой. Единение всех народов, проживающих на полуострове, обеспечивает процветание и развитие нашей республики. Об этом сегодня на круглом столе, посвященному Дню Республики Крым, заявил председатель Госкомнадзора Заур Смирнов. По его словам, главной целью проведения круглого стола является обсуждение дальнейших перспектив развития республики в сфере межнациональных отношений. Мы будем осуществлять грантовую поддержку деятельности национально-культурных объединений и автономий. И на эти цели, по поручению главы республики, у нас предусмотрено в бюджете 2 миллиона рублей. Буквально в ближайшее время мы уже опубликуем положение об этом
об этой процедуре, и тогда уже наши представители от национально-культурных объединений смогут обращаться с тем или иным проектом для того, чтобы реализовывать на территории республики. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации Общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Белялов также присоединился ко всем поздравлениям. Отметил, что регулярно представители национально-культурных автономий собираются и обсуждают все актуальные вопросы. Отрадно то, что мы все сегодня друг друга поздравляли и открыто смотрели друг другу в глаза. Мы уже пытаемся решить проблемы и решаем их. И я сегодня тоже сказал, что я готов каждой национальной группе, национальному объединению, сколько есть возможность, сколько позволяет мой статус, помогать. В свою очередь, председатель немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель подчеркнул, что работа культурных автономий на муниципальном уровне налажена. Он отметил положительную динамику работы Дома дружбы народов. А еще отдельно поблагодарил представителей администрации Евпатории за содействие с национально-культурными автономиями. По Евпатории хочу остановиться отдельно и, пользуясь тем, что сегодня даю интервью, хочу сказать, выразить благодарность замглавы администрации города Евпатория Мамбетову. Молодец, спасибо. Очень хорошо налажено взаимодействие, работа. И это идет все в позитиве, в динамике. Нужно усилить, нужно вникнуть. И не только оказывать содействие в выделении финансовых каких-то средств на реализацию уставных целей и задач, но и, собственно говоря, помогать в организации этих мероприятий. Также Заур Смирнов считает, что Республика Крым является территорией духовного, экономического, политического контакта людей разных национальностей, что отражает высокую степень развития дружбы и взаимопонимания народов. Глава Госкомнадза отметил вклад медиацентра Исмаила Гаспринского и телеканала «Миллет» в развитие национально-культурных автономий. А еще, по словам Заура Смирнова, символом межнационального согласия стал праздник труда и земледелия Хадырлес. Сабриха Халиляева, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Счастливыми обладателями новых квартир стали 6 жителей Ленинского района. Граждане из числа реабилитированных в рамках указа президента Российской Федерации о реабилитации долгие годы ожидали получения заветных ключей. Радостные минуты с нашими соотечественниками разделила и наша съемочная группа. Сегодня на территории всего полуострова отмечают День Республики Крым. По этому поводу в администрации Ленинского района прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовали представители власти, главы сельских поселений и местные жители. Для Ленинского района этот день является значимым еще и потому, что 6 крымско-татарских семей стали обладателями жилья. В последний раз средства на выкуп жилья объектов здесь выделялись 10 лет назад, а в этом году на Ленинский район было определено 10 миллионов рублей. Эти средства были рассчитаны на приобретение жилья для граждан из числа реабилитированных народов по государственной программе «Республика Крым. Территория межнационального согласия». В рамках выделенной субвенции нами было приобретено 6 объектов недвижимости, 3 квартиры в общем фонде, также 1 квартира на земле и частный дом. Эта работа была проделана начиная с середины 2016 года, с момента выделения субвенций из республики в наш районный бюджет. В 2017 году очень надеемся, что также будет выделена субвенция, проработаны и осуществлены мероприятия по формированию сводного списка. Есть граждане, которые нуждаются в обеспечении жильем. В ходе мероприятия счастливчикам вручили ключи от квартир, подбором и приобретением которых занимались представители администрации Ленинского района. Именно они определяли, кому в первую очередь необходимо предоставить жилье. К каждому ключу прилагался пакет документов на жилье. Шадия Исмаилова 17 лет стояла на квартирном учете, уже и не надеялась на положительный результат. Однако сегодня у женщины появился свой дом. Я уже около 20 лет стою в очереди. И вот спустя столько времени, благодаря представителям власти, я наконец-то получила жилье. Большое спасибо. В новых квартирах есть все условия для проживания. Дочь 87-летней Шадия Ханум провела экскурсию по новому дому. Бабушка стояла у нас с 2000 года по программе реабилитации крымских татар. И вот в этом году осуществилась ее мечта. Она получила квартиру благодаря Госкомнадзу, благодаря нашему комитету Ленинскому, по совету, всем. Мы вообще благодарны, конечно. Тут есть свет, газ, центральное отопление, участочек небольшой, огородик можно сделать. Ну и ремонт надо, конечно, косметический сделать обязательно. Ванна, туалет, все условия есть, все в доме.
Среди получивших квартиры и семья Кадыровых. Долгое время они нуждались в новом жилье. Дочь Кадыровых – инвалид, колясочница, поэтому семья получила жилье вне очереди в центре поселка. Это просторный двухкомнатный дом со всеми удобствами. Огромное большое спасибо всем. Отдельное спасибо Рустему Шахрудиновичу, что посодействовал помощи для получения нам этой квартиры. Я очень-очень благодарна всем, кто был замешан в этом. Условия отличные, очень. И санузел, и тепло. Все очень прекрасно, очень хорошо. Вода есть, свет. Все для моей дочери, что ей нужно, все здесь у нас есть. Дильфузе Кадыровой этот день запомнится на всю жизнь. У нее сегодня тройной праздник. День республики, день получения жилья и ее 13-й день рождения. Я этого сколько ждала. Я очень рада. Я сама, у меня сейчас слезы потекут от радости. Совпадение на мой день рождения. Я даже не ожидала такого. Напомним, что программа выдачи жилья осуществляется в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов. За 2,5 года уже более 400 крымских семей стали владельцами собственных квартир. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. В Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску России к Украине по задолженности на $3 миллиарда. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. На вынесение вердикта суду может потребоваться от 1 до 3 месяцев. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии Крыма, заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым Ивана Гуренко в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликован на правительственном портале. Специалисты Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым возобновили юридическую консультацию в городах и районах Крыма. Сегодня они ответили на ряд актуальных вопросов жителей поселка Гвардейска Симферопольского района. Подробности знает наш корреспондент Айша Шулакова. В рамках данного социально-правового проекта специалисты юридических служб уже побывали во многих районах полуострова. Юристы Госкомнатса проконсультировали жителей Гвардейского сельского поселения в решении проблем в сфере недвижимости, а также дали рекомендации по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат. Аделя Меметова проживает в селе Совхозное. Ее внучка 10 лет стоит в очереди на получение участка. Она бывшая участница так называемых полян протеста. Сдавали документы, все, на собрания ходили. А сейчас оказалось, что моей внучки нету в списке. Мы проживаем 11 человек в одном доме. Видите? Вот я из-за этого вопроса пришла. Мне сказали, что в списке я, наверное, есть. Говорит, не переживайте, но вот весной будет рассматриваться этот вопрос. Специалисты не только консультируют, но и помогают найти решение проблемы. Председатель Крымской межнациональной общественной организации помощи инвалидам Шевкет Алиев к юристам обратился с 2 проблемами. У мужчины нет собственного жилья. Вторая проблема – отсутствие у сына российского гражданства. Нигде не прописан был, а паспорт украинский. Очень тяжело было получить паспорт. Мы сейчас пришли, мы обратились к Шевкету Хавдину. Спасибо, помог. В понедельник, он говорит, придете, составим документы в суд, как положено, потому что юридическое обоснование должно быть. А организация дает ходатайство, тоже просьбу к нему, а мы, говорит, со своей стороны дадим. У нас письмо. Урхия Яроли на 10 лет скитается по съемным квартирам. Прописана в селе Софиевка у посторонних людей. Годами стояла в очереди на получение участка в Перовском сельском совете. Всем раздали участки, так как я прописана в Гвардейском поселковом совете, мне там, в Перовском сельсовете не дали никакой участок. Потом я пришла сюда, я думаю, здесь уже встану. Здесь мне начали говорить, у вас, говорит, справки о реабилитации нету, у вас никаких документов нету, мы вас не имеем ставить на участке. Я пошла в райисполком к Руслану Якубову, объяснила все свое положение. После этого Урхия Ханым поставили на квартирный учет в Гвардейском, но по истечении почти 10 лет она по сей день без собственного жилья. Специалисты Госкомнатса посоветовали Урхие Ханым написать заявление, чтобы ее признали малоимущей. По словам представителей Госкомнатса, наиболее часто задаваемые вопросы – это получение справок о реабилитации, земельных участков и гражданства. По справкам о реабилитации в Государственной Думе принимается законопроект, который упрощает
процедуру получения справки о реабилитации. Но людям нужно немножко, конечно, подождать. Я думаю, что вопрос в ближайшее время это решится. Сегодня депутат Государственной Думы Руслан Смайлович Бальбек, он курирует данный вопрос. Шевкет Хамзин отметил, что многие из граждан на руках имеют документы украинского образца. Мы живем в российском правовом поле, и поэтому сегодня все документации на домовладение, на земельные участки, на все остальное нужно сегодня переводить на российскую документацию. Украинскую документацию ни у кого никто не изымает. Дополнительно к украинской документации дается российского образца с Госкомрегистра. Поэтому это все необходимо делать. Все время еще впереди есть. Ближайший прием граждан планируют провести в Кировском районе, а график дальнейших выездов будет анонсироваться на сайте Госкомнатса и в эфире телеканала «Миллет». Айше Шулакова, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Крымский музей и библиотеку передали культурные ценности. Все эти ценности, обращенные по решению суда в доход государства предметы, которые незаконно перемещались через государственную границу России. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры России. Тему продолжит Мавиле Юб. Более 900 культурных ценностей на 6 миллионов рублей переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Центральный музей Тавриды и Республиканскую универсальную научную библиотеку имени Франко. Министр культуры Крыма Арина Новосельская отметила, передача культурных ценностей – значимое событие для всего Крыма. С приветственным словом также выступили первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Арисахов и руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Татьяна Селецова. Основные предметы, которые переданы, они поступили из Крыма. Те, которые задерживались в 2012, 2013, 2014 годах. В это время с ними работали правоохранительные органы, также еще при Украине они направлялись на экспертизу, потом экспертизу повторили, в том числе с участием ваших экспертов, которые работают в музеях, в библиотеках. У нас более 100 специалистов аттестовано на право проведения искусствоведческой экспертизы. Эту работу выполняет Министерство культуры Российской Федерации, в том числе такие специалисты есть у вас. Коллекция Бахчисарайского музея пополнилась новыми раритетами – монетами чекана Крыма и Золотой Орды VII века. Всего 23 наименования монет крымских ханов, среди которых 6 медных монет предположительной пулы Золотой Орды XIV века, серебряные башлаки крымских ханов второй половины XVIII века. Нам передали 29 предметов нумизматики, точнее 28 предметов нумизматики и одна пуговица от военного мундира. Большая часть это предметы, это монеты Крымского ханства, монеты Золотой Орды и монеты Российской империи начала 20 века. Монеты крымских ханов в нашем фонде нашего музея имеются, и тем приятнее, что наша коллекция пополнилась. В Центральный музей Тавриды передано более 800 марок и оттисков печатей. Все они имеют коллекционную значимость и редкость, а в Республиканскую библиотеку имени Франко переданы редкие книги. Наша библиотека получит 12 книг богослужебного назначения. Наиболее ранее датируется 1790-ми годами. Все передаваемые ценности займут достойное место в библиотеке и в музеях Крыма, воссоздавая атмосферу и колорит ушедших эпох. Мавиле Юб, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Опасения гостей и туристов по поводу угрозы разрушения ханской мечети в Бахчисарае напрасны. На сегодняшний день подрядчики из Москвы проводят первоочередные противоаварийные работы. Это позволит приступить к реставрации культурного памятника. Заказчиком выступает Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым. Ханский дворец – это культурное наследие крымских татар. Единственный в мире крымско-татарский образец дворцовой архитектуры, а также знаменитый культурный комплекс. Благодаря проведению первоочередных противоаварийных работ на северном склоне крыши ханской мечети и восточной галереи у дома муфтия, атмосферные осадки не подвергнут разрушению внутреннюю и внешнюю штукатурку с росписями. Директор Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мирием Сейтумерова уверяет, угрозы обрушения крыши ханской мечети на сегодняшний день нет. Завезли новые материалы, так как здесь нестандартная длина балок, поэтому наши подрядчики завезли специализированные брусья.
8-метровые. Также то, что снимаются, любые конструктивные какие-то элементы, они все нами обеспечиваются, их сохранность, они все у нас хранятся, так же, как и старинная черепица, которая снята с крыши. По словам Мирьям Ханум, несмотря на холодную зиму, работы все-таки продолжаются, так как один из минаретов нуждается в незамедлительной реконструкции. В 1854 году он обрушился после сильного шторма в Черном море. Затем минарет был восстановлен. В 1960-х годах для стабилизации в минарет был встроен внутренний металлический корсет. Но на сегодняшний день его состояние критическое. Сотрудники Ханского дворца всячески помогают подрядным организациям в проведении противоаварийных работ. Сейчас нам нужно сохранить здание до того момента, когда начнутся реставрационные работы. На сегодняшний день то, что отвели воду от восточной стороны мечети, это действительно положительно повлияет на сохранность здания и сохранность самого минарета. Мирьям Ханум также рассказала о том, что подрядчики пообещали закончить первоочередные работы в Ханской мечети до 24 апреля текущего года. По федеральной целевой программе вторым объектом по устранению аварийности является главный корпус южного строения. Сейчас там ведется экспертиза проекта. Сабрия Халиляева, Энвер Аблядис, Бахчисарай, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Завтра не пропустите итоговый выпуск «Едыкунь» с Абдуллой Джасман. Приятных вам выходных. Всего доброго.